Вот есть же разные русские такие, как сказать, радикально родноверческие каналы такие, знаешь, там есть, ну, вот, которые там эти родноверы, эти в домотканых рубахах, там всякие там с рунами вот эти вот все. И они, короче, по своим каналам это начали распространять. И, соответственно, мне давай эфиры делать, типа, что за тема? Ты вот такой вопрос поднял. Я говорю, как вам попало? Ну, вот как-то случайно попало, нам прислали, типа, это вот, мы тоже за это слышали, что асы должны сказать. И первый вопрос, а почему, говорит, вот, типа, асы, наши, говорит, Перун, это все это асы? Я говорю, ну, правильно, мы это асы есть. Он говорит, как это вы асы? Я говорю, ну мы асы живем в Осетии. Вот у меня эфир просто этот есть с ним. Он говорит, да, но асы, говорит, жили на священной земле Ирия. Я говорю, подожди, а мы, говорю, где живем? Он говорит, в каком смысле? Я говорю, как Осетия по-астински будет? Он говорит, я не знаю. Я, говорю, тебе скажу, Иристон, земля Ирия. Он говорит, ну там же, говорит, молочные реки текут. Я говорю, ты где живешь? Он говорит, в Рязани. Я говорю, когда ты с Рязани приедешь в Феогдон ко мне, я тебя отвезу. Вот там, говорю, речку ты посмотришь, для тебя, рязанского парня, она будет молочного цвета. И он, блин, точно. Но вы же там, типа, должны это, типа, все знать, там, что-то наставление давать. Я говорю, так мы так же деградировали, как и вы. Вы что думаете, вы только в темные века жили? Мы тоже в темные, но мы выбираемся, и вы выбираетесь. Говорю, вот, сказали технологию, как этот процесс запросить. Возгуб Аланы Бачулубу, но Алана сдата друг она. Цари Аланы были из рода нашего рода, ну, царского рода. Это раз. Второе, Аланы же не главные были. Их с собой увели на запад, ну, в Европу, кто? Хуны, авары, их из сарматов увели с собой именно авары. Ну, называли тогда хуны по-разному, там, да, тогда те времена хунами называли. То есть они, суть, были не самые главенствующие. И при этом хранителями двух врат, то есть аланских и дербенских, называли царя Авари, Сарира. И вот разные эфиры с одними, с другими. Мне больше всего понравился, звонит мне товарищ один. И он, говорит, я, говорит, перевел это твой ролик на немецкий язык. И говорит, а я, говорит, сам состою в общине викингов. Короче, нам, говорит, порядка 5000 человек. Мы, говорит, собираемся, говорит, у нас, говорит, татуировки, все, говорит, мы уже одежду себе пошили, короче, знаешь. А что делать, короче, не знаем. И у нас, говорит, есть пророчество, что рано или поздно, говорит, вернутся асы, и они, говорит, скажут, что нам дальше делать. И вот они с Австралии мне написали, короче, с Америки, с Латинской Америки. Там просто какое-то началось, ну... Я не представлял масштаб происходящих событий. Зугибугу некер адинго хана брикена. Цинги узаурко руго христиано, руго язычникал, узаурко руго бусурманал. И хуги узугибуге биклен, но тем не менее узда бичули буго. Люди зачастую мешают. Ну это и хорошо. Они когда мешают, тоже помогают. Кто нам мешает, тот нам и поможет, знаешь. Я такой принцип по жизни предпочитаю использовать. Почему идет сопротивление, я тоже понимаю. Потому что это альтернативное мировоззрение, которое давно уже уконопатили, считалось, что его нет. Вот наши предки сделали одну большую ценность, они нас это дотащили. Дотащили в виде языка, дотащили в виде обрядов, дотащили в виде каких-то песен, то есть в виде культуры определенной. Да? Ну и, естественно, генетики. Почему генетика очень важна? Это не то, что там я там какой-то националист, а дело в том, что каждому его папа и мама дают 2 флешки. Да? Это родовая память, она в ДНК записывается в этих спиралях. Чик, эти флешки в тебе. Но вопрос заключается в том, будешь ли ты тем компьютером, в каком эти флешки активируются и во что-то там вырастут, да, там, какая прикольная компьютерная игра, или какая гениальная музыка, или что-то. Либо так и останутся флешками, которые ты не используешь, и просто отдашь дальше своим детям. Это уже... Поэтому тут чуть глубже тематику тоже надо вникнуть, внедриться, и нам уже нужно, не знаю, кровь из носа, нам уже нужна поддержка. Все уже идет к этому потихонечку, нам нужна поддержка уже. Мы не имеем права в исторический момент это все, короче, как бы потерять. Права не имеем. Вот та псевдоэлита, которая у нас сейчас существует, она псевдоэлита. Она крайне не заинтересована в том, чтобы мы, другие, вновь или, ну, Авар Нуцал и Узданал вновь, чтобы, короче, пришли к власти. Вот я и говорил всегда, раньше тоже я говорил в нашем кругу, если ты помнишь, там, когда говорили там лидер, не лидер, я говорил всегда, братский круглый стол. Может, ты, наверное, помнишь даже мои слова. И такие дагу аблибук анхаб. Чтобы не было вот этих там всяких, да, мы вместе должны этот вопрос решать. Ну вот этой иерархичности у нас не было, потому что она забивалась вот тоже на уровне культуры. Вот когда говорят, что такое Алана, это культура. Вот говорят, мы, говорит, сохранили, мы, говорит, тоже Аланы. Вот это вот то, что ты говоришь, вот это рыцари круглого стола, все эти разговоры за круглым столом, да, это что такое? Это вот и есть.
равные среди равных. Когда ты кого-то сажаешь с собой за стол, ты его сажаешь как равного. Там нет иерархии, поэтому стол круглый, там нет иерархии, углов нету иерархии. И поэтому даже гостиные молятся все за круглым столом, обязательно. Вот старшим хотя бы маленький круглый стол поставят. Почему он маленький такой? Ну вот они же говорят аланы, вот эти вот, кто наши, тоже говорят, что они аланы. Почему стол у нас маленький, такой круглый, и почему такой маленький? Ты же как бы военнослужащий. Так. Я тоже чуть-чуть участвовал. Вот ты когда на БЗ ходите, ты берешь с собой отдельный стол, например, для молитв, и отдельный стул для молитв, ты будешь с собой таскать? Нет. А специальную чашу для молитв ты будешь с собой таскать? Это вот для наших подписчиков, уважаемых, которые считают, что вот эти войны с собой постоянно такие причиндалы возят. А как это происходит на деле, я вам рассказываю. Воевали мечами вот такими короткими, и 3 человека втыкало вот так в землю мечи свои, и один клал щит вот так, понимаете? И получался вот такой маленький стол на 3 ножках. Функ. Да, ставили вокруг него седла, с коней скидывали, садились на седла, поэтому стульчики такие маленькие. И когда нужно было помолиться, старший брал что? Снимал свой шлем, наливал туда, что там было, не знаю, воду, что они там, чем они там молились, и обращался. Давал по кругу, ребята пили. Все функционально. Это все аланская история.